Салям алейкум, хайрлах шамлары, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я рада представить гостю нашей студии. Это народная депутатка Украины, фракция «Слуга народу» Марьяна Безугла. Витаю вас. Да. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления номер 3736 о заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимному проведению общероссийского голосования в оккупированном Крыму по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Будь-які зміни у внутрішньому законодавстві будь-якої країни не можуть нівелювати її зобов'язання дотримуватися норм міжнародного права і дотримуватися договорів, де вона виступає як одна із сторін. Тож Росії все одно доведеться відповідати за порушення норм міжнародного права. Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, как вы сейчас услышали, заявила, что конституционные поправки, закрепляющие суверенитет и территориальную целостность России, никак не повлияют на незаконность оккупации Крыма с точки зрения международного права. Для начала, Верховную Раду, мы сказали, зарегистрировали вот этот проект постановления. Как вы будете за него голосовать? Это прорабатывали мои коллеги, то есть непосредственно наш комитет не есть инициатором, но, конечно же, идею мы поддерживаем, рассмотрим. Возможно, там будут какие-то технико-юридические коррекции, но в общей сложности, конечно, я готова его поддержать. Вот вообще, что вы думаете по поводу проведения незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма? Что тут можно думать? Это продолжение той негативной для нас, и в том числе и для россиян, политики, которые проводит Русская Федерация. И, в принципе, это вполне логичное продолжение. Они постепенно ограничивают права и свободы и закрепляют оккупационные инициативы, и также цементируют тех субъектов власти, которые на данный момент руководят страной. Фактически точнее, мы знаем одного, одного это даже говорить не совсем корректно, потому что там, где один, это в общей сложности вся такая верхушка, да, аффилированная. И, соответственно, мы знаем, уже не раз обговаривали, что это так называемое обнуление сроков, да, и с одной стороны, с другой стороны, это изоляция от международного права, что было в том числе упоминание от Министерства МЗС. И третий компонент – это закрепление территорий, которые были приобретены незаконно, да, в международной площади. Да, если говорить о Крыме. Именно оккупированные, но фактически это подмена понятий, еще один шаг для того, чтобы изолироваться и удержать. Вот смотрите, про выборы и голосование на территории Российской Федерации мы еще поговорим, но вот если говорить о проведении незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма, понятно, это тоже противоречит международному праву, как бы они этими своими поправками в Конституцию не пытались поставить свой закон, свою Конституцию в приоритет над международным правом, но понятно, что на нас это же никак не повлияет, правильно, на нашу ситуацию. Конечно, А как конечно. тогда должна реагировать Украина на проведение этих незаконных действий в Крыму? Так как мы реагировали на проведение референдумов, различных выборов в прошлом и в будущем. А Всё, как что мы реагировали? происходит. Мы делали заявления, Да. какие-то осуждали. Но этого Смотрите, достаточно? Нет и да. Получается, мы должны реагировать сразу в несколько, я бы описала как несколько компонентов. Первое, это, конечно, заявление, это политическая реакция внутренняя. Также должна быть интенсивная работа в рамках международного права. Сейчас мы как раз постепенно перезапускаем это направление, я думаю и надеюсь, и мы будем работать, чтобы оно дальше и дальше интенсифицировалось, что несколько даже обескуражило, работая с профильным вице-премьером, да, господином Резниковым,
что не была консолидирована нормальная доказательная база правовая, потому что происходило последние годы. И это все нужно собирать. И удивительно, да, у нас такая проблема острая, которая уже переходит в хроническую, а консолидации доказательств и не было. Ну а Также почему это было сложно как-то сделать, как-то имплементировать было невозможно? но видите ли, я не работала в этом направлении, не могу вам сказать, я могу сказать просто как гражданин Украины, да, как наблюдатель того, что происходило, участник со стороны, ну, не политической. 2014, 2015, 2016 год, конечно, это нужно было сделать, но там же возникают вопросы вообще, как был верифицированный статус, что антитеррористическая операция, да, вопрос, много юридических вопросов по реакции на аннексию Крыма. Все это нужно постепенно унормировать внутри страны и активно действовать в рамках международного права. То, что они закрывают фактически страну от международного права и международных регуляций, это только еще раз подтверждает, что ну, фактически такую изоляцию и некоторые опасения того, что в конечном итоге в международной плоскости будут доказаны те или иные неправомерные действия России. Мгм. Но все же, правильно ли я понимаю, что Украина сейчас, вот если говорить о незаконном референдуме, голосовании на территории Крыма, Украина же должна, власть здесь, в Киеве, как-то идентифицировать тех людей, которые принимают участие в организационных моментах проведения этого Смотрите, голосования. да. Там, я не знаю, руководители местной ЦВК, да, кто за этим всем следит, организовывает. Ну вот эти же люди должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности, нет? Да, я считаю, конечно, тут вопрос снова-таки как бы политический. У нас должна быть стабильная реакция политическая, но также должна быть предметная профессиональная работа, да, относительно, как вы сказали, идентификации этих людей, относительно идентификации процессов, и не только как бы в рамках мониторинга, а и некоторых там активных контрразведывательных действий, разведывательных. Я не буду останавливаться на этой специфике, но как раз мы работаем в профильном комитете, у нас финализирован закон про разведку, который перезапускает в общей сложности сообщество, что не было, кстати, сделано в последние года почему-то. В общей сложности это история 20 лет. И второе — это служба безопасности. Реформа службы безопасности тоже 20-й год, и это новый закон, и там много усиления, изменения, но усиление именно, знаете, не того, что довольно часто комментировалось как именно невластивые функции, да, а именно контрразведывательной деятельности. Больше как бы комментировать, ну, вы понимаете, это вопросы безопасности, но тем не менее интенсивная работа над этим ведется. Мгм. Еще раз акцентирую, странно, но история разведывательного сообщества не менялась на протяжении 20 лет, а служба безопасности фактически не реформировалась 30 лет. Почему? Давайте подключим к нашей беседе сейчас Игоря Эйдмана, российского публициста из Германии, который с нами сейчас на прямой связи. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Игорь, ну вот мы сейчас обсуждаем вопрос внесения поправок в Конституцию Российской Федерации и проведения нелегального голосования на территории временно оккупированного Крыма. Ну, для начала, зачем это все Путину, ваше мнение? Да, с какой-то формальной юридической стороны все это не имеет никакого уже значения, потому что поправки в действительности уже утверждены и вступили, в общем, в силу. Это чисто такая пиаровская политическая акция путинская. Ему нужно получить такое как бы формальное, или вернее, скорее даже кодифицированное или инсценированное одобрение от народа, да, на свои действия. То есть ему это нужно для того, чтобы потом постоянно подчеркивать, что его, что называется, на царство в очередной раз призвал народ, который позволил ему обнулить свои сроки и, ну, что называется, все по новой начать отсчитывать свои сроки своего президентства. Поэтому это вот такая пиаровская, личная пиаровская акция Путина, которая ему нужна для реализации вот своего плана
пожизненного фактически правления. Мгм. Ну, смотрите, если посмотреть на последний опрос Левада-центра, то рейтинг Путина упал до исторического минимума, до 25%. Ну, может, все-таки уже народ начинает видеть это все, осознавать, и это как-то приведет к каким-то активным действиям внутри российского гражданского общества. Как вы думаете, возможно ли какие-то там противостояния уже, нет? Ну, во-первых, конечно, безусловно, рейтинг Путина падает в последние годы, и особенно быстро вот сейчас, последние месяцы, где-то с начала пандемии. Безусловно, он очень сильно надоел значительной части общества, молодым людям, прежде всего, которые вообще всю жизнь при нем живут, что называется, и образованной части населения. Безусловно, да. С одной стороны. С другой стороны, пока ни во что практическое это не выльется, я боюсь. Дело в том, что тот же этот референдум, во-первых, он будет фальсифицирован в любом случае, так как это выгодно и нужно властям. Во-вторых, есть огромное количество возможностей властей манипулировать людьми, манипулировать бюджетниками, манипулировать пенсионерами. И, соответственно, конечно, имея такие рычаги, ресурсы, они, конечно, добьются нужного им результата. Мгм. Я в этом практически не сомневаюсь. То есть вы не думаете, что все-таки люди поднимутся и выйдут на какие-то массовые акции протеста? Да, на массовые акции люди не выйдут, потому что как бы от вот просто падения рейтинга Путина до того, чтобы люди вышли на акции против него, это огромная, что называется, дистанция, да, потому что люди, большинство людей, они политически пассивные. Если они раньше пассивно любили Путина, так сейчас они также его пассивно любят. Потому что выходить на улицы и подставлять свои головы, да, под дубинки ОМОНовцев, это нужно такую очень сильную заряженность, мотивацию, пассионарность. Известно, что ни в одной стране много людей, нет большого числа людей, которые готовы на такие подвиги. Тем более в России, где политическое поле вытаптывалось многие годы, не десятилетия. Мгм. Ну вот смотрите, среди поправок в Конституцию Российской Федерации есть такая поправка, которая делает невозможным дипломатам, политикам вести какие-либо переговоры с другими странами о передаче земель, поскольку на это будет конституционный запрет. Ну вот если говорить в контексте Крыма, мы и так понимаем, да, что Путин в принципе отказывается говорить про Крым где бы то ни было и с кем бы то ни было. А какие тогда остаются международные механизмы влияния на Российскую Федерацию, чтобы все-таки тема Крыма обсуждалась, учитывая, что среди поправок в Конституцию России также есть та, которая делает российский закон приоритетнее над международным правом? Да, конечно, безусловно, для Путина эта тема закрыта, крымская, и он ее категорически не хочет ни с кем обсуждать и поднимать. И пока он у власти, никаких переговоров на эту тему, конечно, Россия вести не будет. И даже если бы и не было, собственно, этих поправок, это бы мало что изменило. Вообще, как бы все поправки другие, кроме вот обнуления сроков Путина, они в значительной степени носят такой необязательный, чисто популистский характер. В том числе, просто они хотят очередной раз подчеркнуть, значит, что борются за цельность и неделимость, что называется, России, и какие они патриоты. Это они такие поправки и вводят. В действительности они как и не вели никакие переговоры по тому же Крыму, так и не будут вести, потому что это и путинская такая идея фишка главная его, и от нее любимая игрушка, от которой он не готов отказаться. Мы будем ждать нового президента, когда, дай бог, когда-нибудь будет в России новый президент, тогда с ним можно будет на тему переговариваться. Никакие поправки эти, как поправки, так и отменят, это ни на что не повлияет. Ну а все же нет ли каких-либо международных, возможно, механизмов, которые бы вынудили Путина и вообще сесть и обсуждать Крым и разрабатывать, возможно, какую-то дорожную карту по деоккупации? Нет, ну вы понимаете, дело в том, что какие-то механизмы есть, да, вот, какими они могут быть? Вот в свое время они могут быть такими, вот как заставили Гитлера отдать оккупированные территории, то есть с помощью многих лет войны. Вот примерно других механизмов в этом случае быть не может, потому что Путин, естественно, добром ничего не отдаст, потому что он захватил, он не для этого это захватывал. А вы же видели вот последнее интервью Путина. Вот как вы думаете, где... Алло, слышите? Да. Да. Сейчас. Вы же, наверное, видели, да, последнее интервью Путина, где он там рассуждал о Советском Союзе.
Где край его амбиций? Ну, амбиции, конечно, его бескрайние, да, как-то он же однажды пошутил, а в шутках же есть всегда доля правды, и шутки очень хорошо проявляют то, что человек на уме, то у России границ нет, да, то есть я в принципе вот такой, все, что можно съесть, нужно съесть. Другой вопрос, что частью съесть-то он рад, конечно, но надеюсь, ему не особо тут дадут все-таки разгуляться, потому что все-таки существует мировое сообщество, существуют западные страны, существуют даже и соседи России тоже не готовы, безусловно, идти на поводу Путина и так далее. То есть поэтому его амбициям только сила может как-то ограничить эти амбиции, что мы и видим, в общем-то. Если бы в свое время украинцы мужественно не отстаивали свою территорию во время агрессии в Донбассе, то, соответственно, он бы захватил, конечно, гораздо больше. Планы был Козлодье. Но вот ему осталось удовлетвориться только огрызками Луганской и Донецкой области. Конечно, у него амбиций гораздо больше были. Так и во всем. Только сила может его остановить. А кто в первую очередь попадает под угрозу? Ну, конечно, соседи России, прежде Украина, естественно, то, что он не отказался от своих наполеоновских планов по поводу Украины, не отказался, он будет всячески стремиться, это его идея фикс, сделать Украину неким российским протекторатом, да, или расколоть на худой конец Украину. Дальше Беларусь, естественно, под угрозой, и там идет очень сильная российская интрига, и уже несколько лет последних, направленные на то, чтобы или склонить Лукашенко к аншлюсу, или поставить его в такие условия, что он не сможет сопротивляться усилению интеграции с Россией. В меньшей степени, но нельзя ее все-таки совсем не увидеть, да, эти угрозы. Есть угрозы для прибалтийских стран, прежде всего для Эстонии и Латвии, где большие русскоязычные общины. Но там есть некая гарантия Но там есть НАТО. их безопасности со стороны НАТО. Однако понятно, что Путин не своим, это видно даже по его последней статье, что он вполне рад был бы и съесть прибалтийские тоже республики. Теоретически есть угроза и по поводу Казахстана, потому что Северный Казахстан, российская элита и российский истеблишмент никогда не смирился с потерей Северного Казахстана. Они считают это русскими землями. Это, в принципе, об этом писал открыто один из фактических идеологов нынешнего режима Солженицын, ну и другие авторы тоже, там, Дугин и прочее. Поэтому просто с Казахстаном они боятся, они хотят пока, они еще надеются сохранить хорошие отношения, поэтому эти амбиции свои экспансионистские они не реализуют, не высказывают. Но при возможности стабилизации они могут о них вспомнить. Спасибо вам большое. Игорь Эйдман, российский публицист. Германия был с нами на прямой связи. Вот когда мы с вами говорили о том, что среди поправок в Конституцию есть та, которая делает российский закон, ставит его приоритет международному праву, да, а вообще вы говорили про самоизоляцию Российской Федерации от международного права. А ей вот выгодна и такая вот самоизоляция? Она вообще в ней заинтересована, если экономика самой Российской Федерации построена на продаже сырья, да? И если Кремль сожжет вот эти правовые мосты, останутся ли экономически? Видите, если бы не было выгодно, то они бы этого не делали. То есть все-таки постоянно идет какой-то анализ рисков. И я думаю, знаете, мы не будем наивными, что мощнейшая аналитическая машина России не прорабатывает различные сценарии. Соответственно, к сожалению, значит, готовность международного сообщества по использованию ресурсов России, по торговле, по каким-либо связям, она вполне приемлема для них, чтобы делать такие шаги. То есть, конечно, я бы тут немножко убавила, не то чтобы убавила, но добавила оптимизма. Вот тут было сказано, и вы комментировали, насколько заметила по НАТО, да, вот мы недавно буквально вот-вот получили статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Это большой шаг, это фактически первый такой конкретный евроатлантический интеграционный шаг за последние годы.
Притом заявку мы подали, это было в конце осени, и вот получили. Это как раз возможности по обмену информацией больше, по совместным операциям и подготовке. И когда еще одно предложение, когда дали нам этот статус, нам дали его в День России, что довольно символично. Потому, конечно, это игра, к сожалению, в долгую относительно места России на международной арене, относительно развития НАТО и развития, в том числе, натовских границ. Уже в рамках того, что на данный момент присутствует, и защита, тут было вспомнено в вопросах Прибалтики и тех угроз потенциальных, которые они имеют, работа с нами и наша работа с НАТО. И дальше, конечно же, я уже акцентировала, наша работа в рамках международного права, в рамках международных отношений по сбору и предоставлению доказательств. И я тут бы еще привела пример, к сожалению, той трагедии с Боингом, да, которая случилась. MH17. Соответственно, очень долго идет процесс, но вы видите, насколько скрупулезно собирается доказательная база, и там уже при определенных выводах с такой аргументацией уже неоднозначности быть не должно. Конечно... Может быть, прошла бы еще быстрее, если бы Украина не отдала Цемаха России? Тут же такая дискуссия. Которая проходит, он же проходит там основным подозреваемым. Тем не менее, вы знаете, что информация от него была получена, и также Да, но допрос это одно, а присутствие на судебном заседании это другое. Это всегда сложные решения. Тем не менее, эти решения были сделаны в кооперации с нашими международными партнерами, которые фактически ведут это расследование со своей стороны. Потому снова-таки было сделано решение, которое, я бы не называла его меньшим злом, но тем не менее мы помним, что, говоря об игре в долгую, да, мы должны решать определенные тактические вещи, потому что для людей, которые там, которые содержатся в плену, да, и которых нужно забрать день за месяц. И тогда, когда мы там будем собирать правовые доказательства, защищать себя в судах и т.д. и т.п., это в общей сложности года, да, это не 2 и не 3 месяца, а наших людей нужно забирать уже сейчас. И второй момент, я бы, конечно, разделила тоже разговоры о выборах в ОРДЛО, да, там тоже много таких неотложных вещей, которые нужно сделать. А вот с Крымом это тонкая игра, но сдаваться ни в коем случае нельзя, ни на минуту. Вот давайте тогда про Крым с вами сейчас поговорим. Представительство президента в Автономной Республике Крым в кооперации с другими органами нарабатывает стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма. Об этом сообщил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич, передает пресс-служба Офиса президента. Давайте его послушаем. Наразі стратегія напрацьовується. По суті, представництво реанімувало роботу в цьому напрямі. Наша позиція є однозначною. Така стратегія у держави має бути. Робота ведеться. 8 липня будуть слухання у Комітеті Верховної Ради України з прав людини та деокупації якраз із питання забезпечення прав корінних народів. Я думаю, що може бути якийсь позитивний прогрес у цьому питанні. Ми впевнені в тому, що законодавче регулювання прав корінних народів є обов'язковим, і нам треба це питання довести до логічного завершення. Вы являетесь заместителем главы комитета по вопросам национальной обороны, нацбезопасности, обороны и разведки. Вы каким-то образом принимаете участие в разработке стратегии деоккупации и реинтеграции полуострова? Да, я здесь представителем парламента в комитете правительственном, глава которого Резников, и он же фактически вице-премьер-координатор данных вопросов, потому я принимаю участие в тех или иных инициативах. Также хочу еще вспомнить, мы говорили о игре в долгую, да? Также была проведена работа по децентрализации, вы знаете, по
созданию ОТГ в Крыму и т.д. и т.п. То есть административная реформа, все эти детали мы должны прорабатывать, не останавливаться, не делать, убирать Крым из нашей повседневной повестки. Мгм. Ну вот смотрите, я хочу вернуться все-таки к стратегии деоккупации Крыма, о которой мы уже говорим на протяжении 6 лет. Много говорили об этой стратегии. Часть говорила, что на самом деле она есть, однако не публичная. Другие же говорили, и Антон Кореневич недавно заявлял о том, что печально, что прошло 6 лет, а стратегии все еще нет. Мы понимаем, что у этого документа есть публичная часть, а есть непубличная часть. Вот если говорить о публичной части стратегии деоккупации, что там должно быть? Какая она должна быть? Ну, видите, я бы даже разделила на большее количество уровней. И если говорить о моей работе, то это больше непубличная часть в силу того, какого комитета, да, и мое направление работы в комитете. Потому комментировать мне довольно сложно. Ну, давайте поговорим о тем не- публичной части. Вы же тем не все-таки менее, народный депутат, да, и у конечно, вас же конечно. свое видение, своя позиция, и у вас полномочий-то Конечно. немало. Как раз тут вопрос по... что я хотела сказать? Да, по публичной части мы части. уже, в принципе, часть говорили. То есть это как международная работа, международная и правовая работа по доказательству. Также тут вы говорили, что не было стратегии наработано. Они много говорили, но не было наработано. Это еще один момент. Я говорила, что не было какой-то консолидированной базы доказательств, которая сейчас делается. Также не было А что стратегии. входит в эту базу доказательств? Ну, это в общей сложности весь конгломерат того, что случилось с Крымом и с Донбассом. То есть каковы наши убытки, что случилось с предприятиями, с различными с университетами, с больницами, со школами, со всем, ну, фактически с территорией, с населением и с объектами, которые пострадали в результате аннексии и в результате оккупации и создания ОРДЛО. Да? Соответственно, это все должно быть в таком едином реестре и дальше использоваться как аргументация, также проводиться, почему я так акцентирую, такая работа в правовом поле, это и вопрос компенсации, это вопрос доказательств, это фактически демонстрации для международного сообщества и т.д. и т.п. Также второй момент — это фактически это можно высветить как первый компонент. Второй компонент тоже уже вспоминала, это чтобы Крым не пропадал с нашей повестки, с ежедневной повестки, с рутинной повестки дня. То есть это постоянная работа Это в рамках информационная того... политика. Да, это нет, это информационная политика, я бы сказала, это как третий компонент. Ну, они все, конечно же, перемежаются между собой. Это работа и по децентрализации, по административной реформе, в общей сложности работа по Крыму как части Украины в рамках тех или иных реформационных процессов и того, что происходит в государстве, то есть фактически, чтобы он оставался комплементарным, связанным с нами юридически, административно и тому подобное. Третий момент, да, вы сказали относительно информационной политики как внутренней, так и внешней, по ситуации в Крыму, по тому, что было, что случилось, какова сейчас ситуация, какие угрозы, и если там происходят те или иные нелегитимные действия, а по факту все, что там происходит, это нелегитимно, постоянно об этом говорить, приводить доказательства. Также еще четвертый компонент, он более скрытый, это я его тоже упоминала, это уже работа наших в рамках нацбезопасности. То есть работа над ситуацией, рассматривается ли военный план происходит. возвращения Крыма? Знаете, всегда, если говорить о том, что фактически у нас война, да, хотя юридически ее статус постоянно оставался под вопросом, и это были определенные решения со стороны
политической верхушки на протяжении последних лет. Соответственно, война имеет, можно сказать, три основных компонента. Это военный, это дипломатический и экономический. И, конечно же, всегда есть сценарий, должен быть сценарий силовой, связанный с дипломатическим и экономическим, превалирующий дипломатический, превалирующий экономический. И сейчас в мировом сообществе конфликты часто развиваются вообще с акцентом именно на экономический компонент. Потому мы все должны работать, ну, фактически мы и работаем в том плане по всем трем составляющим. И прорабатывать сценарий, что если А, то Б, да, чтобы у нас было какое-либо решение на любое развитие событий. Я наведу пример в Соединенных Штатах. У них на каждую политическую ситуацию, да, там, которая сопряжена и с рисками, с силовых сценариев, например, ну, возьмем упрощенный пример, там, Афганистан, да, есть сценарии на каждый из возможных вариантов развития событий. И потом фактически они уже подготовлены, уже проведена аналитика, подсчитаны ресурсы, кто и как будет взаимодействовать. И, ну, если упрощенно, потом условно берется папка, да, и используется этот сценарий. Эти сценарии постоянно обновляются, и это как раз демонстрация, ну, не углубляясь в детали, того, как должно действовать государство. Анализ рисков и возможности решения. К сожалению, в Украине эта история, хотя она кажется довольно элементарной и очевидной, она не имела места. И как раз мы стали все свидетелями и участниками отсутствия такого системного подхода в 2014 году. Когда будет готова стратегия? Ну, это больше ориентироваться на... Вы предоставляли как раз заявление в рамках там, исполнительной ветки власти. Я думаю, что в 2020-м мы должны уже прийти очень... То есть готовым, в этом году? Да, готовым предметным решением. Другого варианта у нас нет, потому что, снова-таки, говорили много, но конкретных шагов зафиксированных, да, как стратегий, к сожалению, утверждено не было. Ну вот смотрите, мы с вами говорили про информационную политику. Вот вы сейчас находитесь в студии крымско-татарского телеканала, который 24 часа в сутки говорит про Крым, говорит про события в Крыму, про незаконные действия, про репрессии, про в целом все, что там происходит на территории Крыма. Однако, если говорить о материковой части Украины, то, к сожалению, здесь на материке телеканал АТР такой единственный. И объективно мы же понимаем, что тема Крыма на центральных украинских телеканалах, если и звучит, то очень-очень мало. Как быть с этим? Ну, это системная проблема. Я могу ответить в два этапа, постараться. Первый — это личностный. То есть я лично всегда стараюсь как бы тему Крыма держать в поле комментариев. А второе — это наш... А у вас же есть крымско-татарские корни, насколько я знаю, да? Ну, да, немного, но тем не менее у нас не настолько, знаете, к сожалению, и кстати, в Украине очень много потеряно данных о семьях, потому что все те перипетии, которые мы встречали даже на протяжении 20-го столетия, фактически повреждали память нас, как граждан Украины. И в каждой семье есть череда историй с потерянными теми или иными ячейками, да, к сожалению. Значит, по поводу информационной политики, это системная проблема вообще информационной политики в Украине. Как вы знаете, у нас новый министр. Я надеюсь, что ему удастся надлежащим образом урегулировать, потому что, казалось бы, у нас уже 7-й год, да, войны и 7-й год аннексии Крыма, войны и конфликта на Донбассе, но у нас довольно-таки
сильная пророссийская линия среди медиаканалов. Ну, я же вот это У и нас, спрашиваю, да, как и у можно нас, урегулировать, если это частные телеканалы, которые принадлежат людям с явно пророссийским настроением? Потом я считаю, что национальный мовник, то есть национальный канал, тоже он должен иметь более проактивную позицию. Это вопрос к Нацраде, да? Это вопрос к информационной политике, соответствующему министерству. И это вопрос, конечно, к нам, к Ну, это вопрос национальной парламентариям. безопасности тоже. И по вопросу национальной безопасности в ракурсе парламента я бы выделила два компонента. Первое – это работа профильного комитета по урегулированию медиа как такового и законодательства. И второе – это именно наш комитет. А мы проводим предметную Да, что работу. бы вы предложили, как урегулировать? Вот давайте 1, 2, 3. Как это делать? Смотрите, тут сложный баланс свободы слова и вопросов безопасности и информационной политики. Потому я все-таки постараюсь удержаться от комментариев. Я уже вспоминала в начале нашего разговора, что мы урегулируем вообще вопрос спецслужб и работы на территории Украины по вопросам безопасности соответствующими новыми законами в 2020 году. Ну вот вы говорите про свободу слова, да? Но смотря какая это свобода слова, если у нас война, открытая война, на нас напали, у нас оккупированные территории, вот когда мы говорим про свободу слова, здесь на материке есть каналы, руководители этих каналов, которые преследуют пророссийские интересы. О какой свободе слова идет речь? Видите, но каким образом верифицировать данные пророссийские интересы? Вот есть такой известный блогер, который сейчас идет, в дальнейшем развивается в политику, да, Анатолий. Не Соответственно, будем популяризировать. он даже делал по типу флешмоба, что найдите в моих высказываниях и в моих материалах что-то, что указывает на мой пророссийский характер. Хотя в общей сложности мы понимаем, что такое направление, которое они ведут, вызывает застережение. Соответственно, это как раз пример, и не нашли. Это как раз пример того, что должны быть, тут очень тонкая материя. То есть, идя и избегая агрессии на свободу слова, нужно работать со смыслами, притом эти смыслы доказывать и привлекать к ответственности. Можно бы, если бы это системно делалось на протяжении последних лет, то мы бы уже пришли к какому-то решению. Но делались определенные эпизоды, некоторые эпизоды даже были, я считаю, чрезмерно агрессивными, соответственно, вызывали противодействие. Некоторые просто недостаточно не приводили к нормальной работе именно со стороны вопроса безопасности. Но сейчас при власти вы, и у вас есть в руках все, чтобы это начать делать. Конечно, но мы уже начали это делать. Ну а вы можете раскрыть? Я могу со стороны профильного комитета сказать, что эта работа будет унормирована в новых законопроектах. Именно по сектору, по части, вот есть сектор нацбезопасности и обороны, по части нацбезопасности. Потому давайте мы возвратимся к этому разговору после принятия данных законопроектов. И это, я думаю, будет осенью. И более предметно поговорим про то, как мы будем их использовать. Окей, давайте на следующую тему. Украина осудила действия России по милитаризации Крымского полуострова. При этом заместитель представителя президента Автономной Республики Крым в Автономной Республике Крым Тамила Ташева назвала военный парад на территории оккупированного полуострова в условиях пандемии очередным преступлением Российской Федерации против населения. Давайте ее послушаем. Такі дії є однією з складових послідовної російської політики щодо спотворення історичної правди про Другу світову війну і покриття злочинів радянської влади під час депортації кримськотатарського народу, вірмен, болгар, греків у травні 1944 року, виправдання окупації півострова в 2014 році, розпалювання ворожнечі і сучасної пропаганди війни та перетворення Криму на військову базу. Ваш комитет наверняка же отслеживает, да, ситуацию с милитаризацией полуострова?
Да, конечно. Мгм. Но фактически Что можете из сказать? Крыма Насколько серьезно сейчас милитаризирован Крым? я бы Крым сравнила с огромным, самым большим в мире авианосцем. Потому что милитаризация Крыма, она фактически делает из него такую сплошную военную базу, в том числе и с ядерным оружием, которое На территории Крыма есть ядерное оружие? Я не буду так в общей сложности более конкретно комментировать, но давайте я вам отвечу логикой того, что происходит. То есть есть так называемый Калининград, да, есть Крым и есть восточная граница России. Особенно если акцентироваться на страны, на Прибалтику. И везде потенциально это место для размещения ядерного оружия. Для чего? Это фактически расширение зонтика, защиты и упреждения со стороны Российской Федерации по отношению к Европе. Соответственно, Крым — это неотъемлемая часть такой концепции, такой доктрины безопасности. И мы это должны понимать, и понимать, насколько он стратегически важен для России, для ихнего понятия безопасности в Черноморском регионе, ихнего понятия о безопасности и упреждении по отношению к НАТО и по отношению к Европе. Соответственно, тем более понятной становится, насколько сложна ситуация для нас с Крымом по его возвращению. В силу того, что если ситуация с Ордлом, конфликт на Донбассе, агрессия на Донбассе, это более такая политическая история, я бы назвала, некоторого шантажа Украины, да, и международных торгов, то Крым — это ключевой стратегический объект, который это и объясняется такими быстрыми решениями по его фактической аннексии и введению полном со стороны России в их правовое поле и как полноценной территории Русской Федерации. Конечно, которую мы не признали международное сообщество, и эту работу нужно постоянно проводить. Но один из дальнейших шагов — это еще и инкапсуляция России от международного права. Но в ракурсе нацбезопасности это огромный... я попробовала скажите, это объяснить. угроза? Понятно, что на территории временно оккупированного Крыма огромное количество российского военного контингента, который они завезли туда, да? Там огромное количество различного рода оружия, зенитно-ракетных комплексов, С-400 они постоянно туда заводят и размещают на севере Крыма. Это грозит материковой Украине или чем-то? Вы задаете риторический вопрос. До этого как раз я объясняла по вообще ядерному значению Крыма. Почему я сравнила его с авианосцем? Так? Потому что фактически авианосец, понятно, это корабль, условно, но он содержит в себе в том числе стратегическое вооружение, которое имеет за цель работать по определенной территории, довольно широкой. Там самолеты, условно, в том числе и ядерные носители и т.д. и т.п. Соответственно, Крым — это колоссальный авианосец. И снова-таки его значение в рамках доктрины нацбезопасности России одно из ключевых для региона. Потому с вашей стороны это риторический вопрос. Вот смотрите, у нас же идет милитаризация не только оккупированного Крыма, а идет же еще милитаризация Азовского моря. Активно причем. Притом, смотрите, это не только по Азовскому морю. Это Черноморский регион. Весь Черноморский регион. Притом, я не случайно вспомнила о 3 компонентах современной войны. Это силовой, который уходит немного на второй план, да? Дипломатический, экономический, потому что то, что сейчас делается и
расширяется экономическое влияние над компаниями, которые работают в Черноморском регионе. И я переключусь на Азовский, но сначала прокомментирую. Даже элементарно над объектами, которые находятся в Черноморском регионе. Это все делается со стороны Российской Федерации, чтобы снова-таки расширять свое влияние, как экономически, так и в рамках безопасности. Ну, Азовский регион в общей сложности, ну, я не хочу сказать, что мы там его потеряли, потому что, конечно же, там... Ну, фактически там идет оккупация. Да, Азовского но моря. это действительно, используя то, что с двух сторон это уже полностью контроль Российской Федерации, то идет полная оккупация и блокирование в Азовском регионе. Так а что делать с этим? Снова это то же самое, как международная работа, в том числе правовая. Это наша работа по международным различным договорам, меморандумам. А вы знаете, что мы несколько даже интенсифицировали данные аспекты. И это компонент именно силовой, но силовой, конечно же, не силового сценария, а упреждения. То есть мы должны восстанавливать наш флот. Сейчас ведется работа как по международной гуманитарной помощи, так по потенциальным закупкам определенного оборудования, катеров и также по восстановлению нашей промышленности и реструктуризации военно-морских сил. Прокуратура Автономной Республики Крым наложила аресты на 18 судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма. В ведомстве отметили, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства. Давайте послушаем цитату. Прокуратура автономії планує звернутися до Укрбюро Інтерполу для внесення таких судів в базу розшуку і направити запити в іноземні держави про міжнародну правову допомогу з метою виконання арештів. Давайте сейчас подключим к нашей беседе представителя прокуратуры Автономной Республики Крым Егора Реброва, заступника начальника управления прокуратуры АРК. Здравствуйте. Да, чуєте? Вітаю вас. Чую, да. Да. Ну, правильно ли я понимаю, что сейчас заочно наложили арест на эти суда, ну а какова дальнейшая процедура? Вот как вы будете их выискивать, вылавливать, привлекать к ответственности? Ви знаєте, тут треба зрозуміти те, що це вже подальші наші дії. Тобто системна праця по протидії незаконному судноплавству в закриті порти острова Крим, вона ведеться вже кілька років прокуратурою спільно з правоохоронними органами державної влади, перш за все МЗС. І якщо в минулі роки, там, 2016 це було 49 суден, то в минулому році це вже більш ніж тричі менше. І судна, які зараз залишились, які відвідують окуповані території, це насамперед самої Російської Федерації, сирійські судна, щодо яких ефективна міжнародна співпраця досить ускладнена. Але ж щодо них треба і можна реагувати. Тому було такі дії вжито, тобто ми звертаємося з клопотаннями до суду спільно з слідчими головного управління СБУ Автономної Республіки Крим за накладенням арешту в подальшому. Можлива реалізація або шляхом, якщо судно якимось чином потрапить на територію, яка під юрисдикцією України, безпосередньо виконання такої ухвали правоохоронним органам, тобто слідчим, або шляхом направлення міжнародно-правових доручень до тих країн, в яких можливо здійснення виконання такого арешту, ну, припустимо, та ж Туреччина чи Румунія, до портів якої такі судна можуть зайти. А под какими флагами заходили эти суда? Інтерпол не дуже активно співпрацює щодо кримських кримінальних проваджень, намагається більш не утримувати від своєї позиції щодо осіб, які приховуються від кримінальної відповідальності, так і об'єктів власності. Але ж співпраця все одно можливо, я не виключаю її також, її необхідно проводити.
Ну вот это я и хотела спросить. Вы же планируете обратиться в украинское бюро Интерпола, чтобы объявить в розыск эти суда. А как, насколько я знаю, Интерпол не принимает эти заявки, называет их политически мотивированными делами? Нет? Ну, можна, да, Інтерпол часто відмовляє щодо кримських кримінальних проваджень, мотивуючи, що це там він забачає певне політичне. Але я не виключаю можливості такої співпраці. Тобто в кожному конкретному випадку можливо доводити, по-перше, по-друге, час впливає, змінюється і позиція самого Інтерполу. Вона ж не є абсолютом. А под какими флагами заходили эти суда? Флаги, ну там різні флаги, їх важко перечисляти. Там основне це власники суден. Власники цих суден це компанії Сирії, Лівії, безпосередньо самої Російської Федерації. Мгм. Скажите, а были ли такие случаи, когда прокуратура Автономной Республики Крым накладывала арест на какой-то из судов, которая незаконно посещала порты Крыма, да, и ее все-таки потом довели до конца и привлекли к ответственности? Ще раз я не дуже почув. Алло, алло, слышите? Не дуже добре чутно. Що ви маєте на увазі? Да, были ли такие случаи, чтобы вот подобные вот такие дела были доведены до конца? Или это вот впервые накладываются аресты на суда? Ну, зараз це ми вперше проводимо саме щодо суден, яких немає у нас. Ми зверталися з клопотанням на арешт тих суден, які безпосередньо затримані в українських портах. Мгм. Спасибо большое, такі Егор факти були. Ребров. Зараз це судна, які вони ж свідомо уникають контакту із нами або з тими країнами, де їх можуть піддати санкціям за те, що вони ходять до окупованого Криму. Тому і така методика зараз опрацьовується. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам. Єгор Ребров, заступник начальника управління прокуратури Автономної Республики Крым, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякуємо вам. Вот смотрите, мы говорили про договора, да, про влияние, как действовать, милитаризация там оккупированного Крыма, милитаризация Азовского моря. Я вот что хотела спросить про Азовское море. А у нас же есть договор у Украины с Российской Федерацией с 2003 года об общем использовании Азовского моря. И почему бы нам не денонсировать эту договоренность и сделать Азовское море международным, куда могли бы заходить международные суда и контролировать этот регион в том числе? А мы, вы же знаете, каждый год собираемся, украинская делегация, российская делегация. В прошлом году, это значит, конференция была в Бердянске, и делили квоты на вылов рыбы в Азовском море. Да, интересный вопрос. Надо будет предметно проработать его с профильным комитетом по международной политике. Какое состояние, честно говоря, этого вопроса, потому что, понимаете, объять невозможно, и мне нужно более предметно узнать, ведется ли эта работа теоретически, предварительно могу сказать, конечно, это прекрасная идея, переформатировать Азовское море в международную плоскость и, соответственно, действовать таким образом. Я напомню, что вообще в 2018 году Украина подала в Международный трибунал ООН, да, относительно того, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, и, соответственно, тогда можно было бы, конечно, логически работать и с Азовским регионом в этом Но у нас поле. вообще есть резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая осуждает милитаризацию временно оккупированного Крыма, Черноморского региона, Азовского моря. Но мы же понимаем, что Российская Федерация с нигилизмом относится к международному праву и Да. выполнять особо это не собирается. Не просто с нигилизмом, а сейчас только будет усугублять, как я и уже называла, это как инкапсуляция, то есть в свою внутреннюю капсулу себя же заводить. Но тут еще и с другой стороны, к сожалению, международные организации, они, знаете, это как бы более личное мнение, впечатление, они имеют такой какой-то цикл работы, цикл службы, после которой
их нужно несколько переформатировать, оживлять. Это мы имеем такую историю с Лигой наций, и сейчас имеем некоторые негативные тенденции по силе решений со стороны ООН. Также это имело место с ВОЗ в рамках теперешней пандемии, потому тут еще и системная проблема международного права и регуляций. После создания около 20 лет международные инициативы, они максимально активны и максимально влияют на принятие тех или иных решений, и потом мы имеем все-таки такой некоторый спад и приобретение все более декларативного характера. Что с этим делать? Ну, не только Украина должна действовать, а это как раз больше уже с разряда проблемы человечества. Я думаю, что те события, которые имели место на протяжении последних лет, в том числе это и Крым, ну, украинская история, это история с коронавирусом, вот несколько таких блоков, они приведут все-таки к какому-то переформатированию ключевых международных организаций. Я надеюсь, и мы должны использовать этот шанс для того, чтобы не забывали и понимали и поднимали украинскую повестку. Давайте вот обсудим с вами еще одну не менее важную тему. До завершения нашего эфира остается не так мало времени, но хочу успеть. Магистральное русло Северокрымского канала и его ответвление в районе городов Армянск и Джанкой в оккупированном Крыму находится в крайне запущенном состоянии. Дно канала обильно проросло деревьями и кустами. Это видно вот на видео, которое было снято над оккупированной территорией Автономной Республики Крым с помощью квадрокоптера и передано редакции Центра журналистских расследований. На видео заметно, что местами отсутствуют бетонные плиты, которыми было выложено русло канала. Кроме того, в русле поросшего растительностью канала заметны свалки отходов. Вот тема воды на самом деле звучит в последнее время очень активно, потому что вот с вашей фракции Давида Рахамия, там ваш коллега по фракции Юрий Камельчук, даже Денис Шмыгаль, когда только выступал впервые, да, с трибуны Верховной Рады Украины после своего назначения, говорили о том, что вот нужно в Крым подавать воду. Вы вот обговаривали этот вопрос на фракции? Смотрите, начнем с того, что не совсем так. И вы вспомнили Давида, никто, и он объяснил, хорошо, он официально, потом да, пост, вот хорошо, да, давайте да, все-таки да. где-то останавливаться на наиболее релевантной правде. Да, но вот Юрий Камельчук, ваш коллега, в эфире на телеканале «Наш», да, если я не ошибаюсь, говорил о том, что у него появилась, я просто цитирую, у меня появилась гениальная идея, давайте продавать воду в Крым. Вот. По цене газа, которую Россия продает нам. Предприимчивая идея. Первый раз слышу, просто не имела возможности ознакомиться с тем эфиром, потому и комментировать сложно. Это, и к тому же то, что вы вспомнили, это такой уровень абстракции. Ну, я вам давайте процитировала просто, да. Давайте можете... купим часть на Луне, и потом будем эту часть давать в залог по нашему нефти или там, по покупке нефти или еще что-то. Окей, вот а какая ваша позиция? Позиция фракции относительно возобновления водоснабжения? Ну, она была не раз официально заявлена, как уже в рамках, и в том числе и объяснения от главы фракции, также была официальная позиция от премьера, потому давайте... Есть официальная позиция, что мы не будем продавать воду в Крым предприятиям, пока не будет, соответственно, Крым украинским. И это же было, насколько помнит МЗС, в надлежащей дипломатической форме. Соответственно, ничего нового не возникло. А считаете ли вы вопрос поставки воды в Крым вопрос национальной безопасности нашей страны? Вопрос, есть государственная безопасность и национальная безопасность. Национальная безопасность — это как раз то более широкое понятие относительно всего, что потенциально влияет на страну, на порядок, существования страны, я бы так его описала. Потому, конечно, это составляющая вопроса национальной безопасности. Дуже дякую вам, спасибі. Мар'яна Безугла, народна депутатка України, фракция «Слуга народу», была гостем нашей студии. Мы не прощаемся. Эфир телеканала АТР продолжается. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Заман», а после возвращайтесь к нам. Коршкенчик.